Всем привет! С вами Xiao A 老师. Сегодня у нас с вами опять съедобная тема. На моем канале уже есть парочка подобных видео. Одно связано с китайскими сленгами, а другое с необычной китайской едой. Если вам интересна эта тема, можете пройти по ссылке тут. Не зря говорят, что из 3 приемов пищи самым важным является завтрак. Именно поэтому мы с вами будем говорить о том, что едят китайцев на завтрак. Ни для кого не секрет, что Китай – это большая страна. Север и юг Китая очень отличаются, в том числе в плане еды. Сегодня я с вами поделюсь, чем отличается завтрак на севере и юге Китая. Поехали! Начнем с севера. Доуджан, йоутяо, соевое молоко и хворост. Это классика северного завтрака. Купить можно практически везде, хоть в ресторане, хоть у уличных торговцев. Йоутяо – это такие продолговатые, жареные полоски из теста, по типу пончиков или чурос. Главное отличие Йоутяо – это то, что их принято макать в соевое молоко. Следующая особенность – это баоцзи. У баоцзи бывает самая разная начинка. Мясная, овощная и даже бобовая. Северяне просто обожают есть баоцзи на завтрак. В Тяньцзине подают свою фишку на завтрак. Это так называемый тяньпинь-гуоцзи – яичный оладьи. Выглядит как русские блины, но внутри есть яйцо, лук, перец и йоутяо, про который мы говорили выше. Если у вас появится шанс побывать в Тяньцзине, не упустить возможность ответить тяньпинь-гуоцзи. Далее, мичжоу, рисовая каша. Рисовая каша на завтрак с оленями и куриным яйцом. Очень простой и питательный завтрак. Рекомендую. Следующее. Тоуфу-нау. Загустевший тофу. Отделил из соевых бобов. Сверху добавлял фарш и соевый соус. Такой завтрак содержит в себе массу растительных белков. А теперь посмотрим, чем же радует себя на завтрак южане. Чангфэн. Кишки. Фаршированные рисовой лапшой. Это мега популярная фишка в провинции Гуандong. Делается на рисовом молоке. Внутри кладут морепродукты или фарш, овощи и яйца. Пользуется популярностью у иностранцев. Чаохэфэн – жареная рисовая лапша. К рисовой лапше добавляется говядина и овощи, и все жарится на большом огне. Очень похоже на вок, который можно встретить в России. Многие думают, что это очень жирный завтрак, который не несет пользы здоровью. Именно поэтому многие люди предпочитают не есть такой на завтрак. Хотя жареная лапша – это очень и очень вкусно. В Гуандоне также имеет хождение чайная культура. Те, кто не ограничен во времени, захаживают в чайни. Ча-лоу, где можно здорово провести время за завтраком и разговорами. В будни там можно встретить много пенсионеров, а в выходные немало молодежи. По чаепитиям в Гуандоне понимают потребление чая вместе с димсамами. Большую часть димсамов готовят на пару. Бывают димсам с мясом, с овощами, а бывают похожи на баоцзи. В таких ресторанах можно наблюдать официантов, которые снуют туда-сюда с тележками с димсамами. Ми-сен – рисовая лапша. В юго-западной части Китая, а именно в Юньнань, Гуйчжоу, Гуанси, можно наблюдать людей, которые прямо с утреца едят рисовую лапшу. В рецепт такой лапши входят соленья, фарш и перец. Обязательно попробуйте.
не пожалеете. Это были одни из наиболее популярных опций на завтрак в Китае. Как вы можете заметить, на севере больше едят блюд из пшеницы, а на юг из риса. Но для большинства моих зрителей, которые привыкли к легкой еде, такие варианты завтрака могут показаться достаточно тяжелыми. Напишите мне в комментариях, какой из перечисленных завтраков вы бы хотели попробовать. А я на этом с вами прощаюсь. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, поделите видео с друзьями, а также подписываться на канал. Пока-пока, до новых встреч!